Сан. А меня зовут Валера. Мы лучшие друзья на этом белом свете. Мы покажем вам наши лучшие скетчи. Садись и расслабься, угорай вместе с нами. Альдовская братва начинает показ. Лучшее шоу мы покажем для вас. Реки-шоу, 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 реки-шоу. Да где же он ходит, а? Что-то он сильно опаздывает. Валера, чё ты так сильно опаздываешь-то, а? На этой стене 10 828 человек. Пришел? Пришел. Ну заходи. Че ты на меня уставился? Чё за синяк? Так, слушай. С самого начала расскажу тебе. 7:00. Я проснулся, почувствовал себя бодрым. На улице солнце светит, птицы поют. Я глубоко вздохнул и сказал: какой чудесный день. Я оделся, сделал зарядку. Раз, два, три, раз, два, три. Сходил в утренний туалет. Помылся, почистил зубы, взглянул на зеркало и сказал: какой чудесный и симпатичный парень передо мной. Я ему моргнул, он моргнул мне в ответ. Открыл холодильник, позавтракал, выпил кофе, вышел на улицу, надел очки и запел. Какой чудесный день, какой чудесный пень, какой чудесный я и песенка моя ля-ля-ля. Все поешь. Ага. Делом займись. Стоп. Чё за чукча? Чё за солдат? Чё за синие волосы? Чё за космос? Ты вообще чё несешь? Ты не перебивай меня, да слушай. Это был сон. 7:00. Я сделал открытие века. 8:00. Я открыл второе веко. Почувствовал усталость. На улице плохая погода. Каркают вороны. Я глубоко вздохнул и сказал: какой ужасный день. Я оделся, сходил в утренний туалет. Умылся, не было зубной пасты. Посмотрел на мыло. Подумал, а почему бы и нет?
почистил зубы, почувствовал себя плохо и блеванул. Во рту остался привкус блевотины, почистил зубы и опять блеванул. Решил, и так сойдет. Взглянул на зеркало и сказал: какой ужасный человек передо мной. Я ему моргнул, он моргнул мне в ответ. Хотел позавтракать, в холодильнике мышь повесился. Хотел выпить кофе, кофе закончилось. Выпил кипяток, обжегся, чуть взбодрился. Вышел на улицу и сказал: какой ужасный день. Надел наушники, включил песню, загрустил, спел. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. And the vision is amazing. It's creepy. And the vision that was planted in my brain still remains. Меня попали снежком, я обернулся. Стоит тут злобными глазами и говорит: чмо! Я отвечаю: сам чмо. Он отвечает: ты чмо. Я разозлился, слепил снежок и бросил мелкому козленочку. Не долетел. Слепил еще одну, бросил. Мелкий увернулся, он смеется и говорит: ну ты чмо. Мелкий слепил снежок и кинул. Что ты здесь делаешь? Завтра ведь у нас зачет. Почему ты не готовишься? Я таки готовились. Готовишься, значит. А ты знаешь, что завтра у нас зачет по алгебре, а не по химии? Да, знаю. Окей. Так. Где здесь цифры, формулы, задачи? Умножение, в конце концов. Я здесь их что-то не вижу. Ваня, не отвлекай меня. Я в процессе создания таблеток, которые улучшают когнитивные возможности человека. А именно его вычислительную, интуитивную часть. Если я выпью эту таблетку, со своими базовыми знаниями по математике я буду не хуже гениальных математиков всех других. Чё? Говоря обыденным человеческим языком, можно сказать, что ты улучшишь свои математические способности. Чё? Короче говоря, если вы пишете эту таблетку, да, ты завтра, скорее всего, получишь пятерку. А можно мне эту таблетку? Нет, нельзя. Во-первых, я не тестировал эти таблетки, во-вторых, я не знаю побочных эффектов. Побочные эффекты, говоришь? Ну все, ладно, давай завтра все встретимся. Я пошел готовиться к зачету. Давай. Пока. Вот откуда у тебя такой фингал. Тут мелкий кинул снежок, да? Не прерывай меня, дослушай меня дальше, боже мой. Он попал в пах, я сижу, страдаю от боли, плачу, мелкий угорает, ахахахаха, и бежал.
перестал плакать. Встал. Пошел дальше. Встретил парня, местного хулигана. И говорит: «Эй, пацан, сюда подошел!» Я испугался и подошел. Он мне угрожает. Гони свой телефон. Я угрожаю ему. Если ударишь, я полицию вызову. Он рассердился. Он напрягся. Я напрягся. Он встал. Нужно контролировать свои эмоции. Сначала нужно отвлечь свою жертву, потом блокировать ее джеб. Прямым красным щеку, сбить с толку. От шока он начнет махать руками. Выставить блок, ударить в корпус. Блок слева, удар с челюсть, перелом. Правый ударить под дых. Левым ударом сломать ребра. И еще раз вдогонку. Полностью выбить челюсть. И удар стопой в диафрагму. В результате зона в ушах, челюсть выбита, 3 ребра треснуты, 4 сломано, кровоизлияние в диафрагме, физическое восстановление 6 недель, полное психологическое восстановление 6 месяцев. Местный хулиган, рецидивист, нейтрализован. Он встал. Дай сбоку, мое внимание, я испугался, я напрягся, и он меня ударил. Регги шоу! Регги шоу! Проспал! Черт, опаздываю! Все из-за этих таблеток! Еще и живот болит! Наверное, все уже ушли! Походу, это и есть побочный эффект таблеток! Нужно торопиться! Ну чё, как сдал? Ну, экзамен я сдал на 5 с помощью таблеток. Тебе хочу сказать одно, а я вчера съел 3 таблетки, так особого эффекта я не почувствовал, вот только живот болит очень сильно. Да, у таблеток есть побочные эффекты. Но ты не волнуйся, я побежал в туалет. Здесь обзы. Борисов, опять опаздываешь. Ладно, иди садись. Так, блин, что-то ничего не лезет в голову. Походу, таблетка не действует. И как ему только помогла эта таблетка? Может, он не соврал про эффект и дал мне заявительное ради шутки? Если это так, ему не поздоровится. И вдруг я почувствовал. Я был слеп, но теперь прозрел. Мой мозг стал выдавать информацию, и я стал понимать всю математику. Я стал знать все и обо всем. Я знаю, что мне делать и как это делать. Мой мозг стал работать на 200%. Что за это чудо-таблетка? Но вдруг побочный эффект. Опять живот болит. Нужно все успеть. Я собрался и продолжил писать. И после 3 минут работы я закончил. Че, все? Да, закончил. А что ты быстро? Для признания. В смысле, ты не списывал, что ли? Нет. Что, правда, сам сделал? Да, сам сделал. Ну ладно, отлично. Отлично. 5 в смысле. Все, иди.
Ваня! 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 Ваня, Ваня! 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 Ваня, что с тобой? Что со мной? Ваня, ты на минуту потерял сознание. Значит, это сон. Ваня, потом уберешь за собой. Окей? Пожалуйста. Рекки-шоу! Рекки-шоу! Тебе местный хулиган поставил фингал. Господи, это не он поставил мне фингал. Он ударил мне в ребро. Я сижу, страдаю от боли, плачу, хулиган угорает. И ушел в электростанцию. Я перестал плакать. Я взял бейсболку и ушел в школу. Пришел в школу, увидел старосту. Староста без настроения. Я напрягся. Она подошла и сказала: Почему ты опоздал? И я рассказал ей все сначала. 7:00. Я проснулся, почувствовал себя бодрым. На улице солнце светит, птицы поют. Я глубоко вздохнул и сказал: какой чудесный день! Я оделся, сделал зарядку. Раз, два, три, раз, два, три. Сходил в утренний туалет. Вот так все и было. И она сказала: чё ты врешь? Я сказал: я не вру. И она начала меня ругать: врешь, ты же постоянно врешь. Почему я должен слушать ее? Я ведь мужчина, а не тряпка. Я ведь сильный, крепкий и красивый. Надо взять волю в кулак и все ей высказать прямо в лицо. Староста! Она сказала: что? Я сказал ей: ты! А она: что? А я: ты. Ты. А она: что? Ты ведь А она говорит: Чё ты там мямлишь? а я говорю: дурачка. Это наша староста поставила фингал. Нет, это не она поставила мне фингал, она ударила мне в пах. А в это время она ржет. И она уходит. Я перестал плакать и пошел. Вот так и закончилась моя история. Так это ладно, а откуда фингал? Забыл рассказать про фингал. Так слушай, я так-то шел к тебе, но вдруг удар. И дальше я ничего не помню. Валера, чё ты так сильно опаздываешь-то, а? Чё? И все? Ну, так-то все. Так бы сразу и сказал. Ну так ведь скучно было, Лади.